Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил народ с принятием резолюции ООН о нейтралитете. Президент Туркменистана провел совещание по развитию сельского хозяйства. Языковой вуз Туркменистана приглашает к участию в международной олимпиаде и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил граждан с принятием Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана». В своем обращении глава государства назвал принятие резолюции историческим событием мирового значения, которое подтверждает международное признание внешнеполитического курса Туркменистана. Президент особо подчеркнул, что этот дипломатический акт является высокой оценкой гуманистической политики страны, направленной на обеспечение мира и развития. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров и хакимов вилаятов, посвященное развитию сельского хозяйства страны. На встрече вице-премьер Атыхалыев доложил о текущем состоянии сельскохозяйственных работ. Основное внимание было уделено подготовке к севу хлопчатника, который запланирован на 26 марта, и состоянию посевов пшеницы. Глава государства подробно остановился на важности соблюдения агротехнических норм и поручил обеспечить качественную подготовку к посевной кампании, провести вторую подкормку минеральными удобрениями, организовать полив пшеничных полей, а также принять меры по борьбе с сорняками и вредителями. В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Мероприятие прошло с участием правительственных представителей, дипломатов, международных организаций и общественности. Участники конференции особо отметили историческое значение события – третье международное подтверждение нейтрального статуса страны. Резолюция была принята в рамках 61-го пункта повестки дня ООН «Миростроительство и поддержание мира». Туркменский национальный институт мировых языков имени Давлетмамеда Азади приглашает студентов языковых и неязыковых вузов Туркменистана и зарубежных государств к участию в 4-й международной интернет-олимпиаде по предмету английский язык. Олимпиада будет проходить 10-11 апреля. Отборочный этап состоится 1-2 апреля. В священный месяц Рамадан посольство Саудовской Аравии в Ашхабаде организовало торжественный ифтар, который стал значимой площадкой для межкультурного диалога, объединивший представителей дипломатического корпуса, среди которых временный поверенный в делах Наваф Аль-Рашид, муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев и руководители дипломатических представительств. Гостям был представлен богатый и разнообразный кулинарный выбор, отражающий традиции арабской кухни. Ученые из Китая совершили открытие в онкологии, представив инновационный терапевтический подход, который коренным образом трансформирует стратегию лечения рака. Разработанная методика предполагает использование генетически модифицированного вируса, способного запускать механизм распознавания и уничтожения онкологических клеток иммунной системой. Принципиальная особенность метода состоит в генетической модификации вируса, который изменяет структуру раковых клеток, делая их визуально схожими с чужеродной тканью животного происхождения. Такая трансформация провоцирует мощную иммунную реакцию, напоминающую процесс отторжения пересаженного органа. В результате иммунитет начинает целенаправленно атаковать опухоль, при этом не затрагивая здоровые клетки организма, что существенно снижает побочные эффекты по сравнению с классическими методами лечения. 7-летняя Самюкта Нараянан стала самым молодым инструктором по тэквондо. Девочка официально зарегистрирована в книге рекордов Гиннесса, установив невероятный мировой рекорд в возрасте 7 лет и 270 дней. Известие о ее достижении вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Одни пользователи соцсетей восхищались талантом и невероятным упорством юной спортсменки, другие выражали обеспокоенность потенциальными рисками для здоровья ребенка при таких интенсивных тренировках. В период с 24 марта по 17 апреля в Туркменистане пройдет серия товарищеских хоккейных игр, приуроченных к двум знаменательным событиям – Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны. В турнире примут участие 7 команд, включая 10-кратного чемпиона страны Галкан и такие коллективы, как Огузхан, Шир, Несил, Ватанши, Мердана и Бюргют. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.